Вячеслав Андреевич, приветствую вас. Хочу поблагодарить за то, что вы согласились пообщаться с нами, ответить на наши вопросы. В этом году исполняется 30 лет победе Абхазии в Отечественной войне народа республики 92-93 годов. И вот в связи с этим мы пишем цикл интервью об информационной составляющей этой победы. Об этой победе говорил и наш противник, да, о том, что Абхазия одержала победу не только военную, но и информационную. И люди, которые, в общем-то, ковали эту победу, да, это и представители творческой, научной интеллигенции, общественные и политические деятели, да, которые вот словом помогали, прорывали эту блокаду, да, информационную, в которой оказалась Абхазия в 1992 году. Вы были один из них, собственно, поэтому мы здесь. Давайте вспомним для начала, наверное, предвоенное время. Знаю, что вот в 1989 году вы стали главным редактором газеты «Алашара» Московского общества «Нарта». Какие были предпосылки для создания этой газеты? Конечно, да. Это было после известных событий в июле 1989 года вокруг университета. Вы знаете, это все это трагические события. Погибли люди, были межэтнические столкновения. И когда мы в Москве были частью абхазской диаспоры в Москве, и у нас образовалось общество абхазской культуры «Нарта», главой был наш выдающийся дипломат Игорь Муратович Ахба. Вот, там еще Татьяна Гулия была душой всего этого. Так что мы, в общем-то, решили издавать, это было предложение Игоря Муратовича, издать орган нашего этого общества «Нарта», и назвали его «Алашара». И вот это здесь передо мной первый выпуск. Такой символ сделала наша замечательная художница Диана Волба. Вот. И вот такой вот первый, 30 декабря мы издали первый выпуск. Я был редактором год до отъезда в Голландию. Ну, какие материалы публиковали? Разные. Это было вот начало моей работы в качестве, вот, ну, нельзя сказать пропагандиста, но вот работника или даже воина, можно сказать, идеологического фронта. Потому что это реальный фронт. Информация – это очень серьезное орудие, механизм. И часто иногда оно бывает даже более эффективно, чем просто использованное орудие. У абхазов есть Ажебджару. Да? Абсолютно верно, абсолютно верно. Вот. И, кстати, древние абхазы это лучше понимали, чем современные абхазы, к сожалению. Потому что сейчас мы как раз проигрываем в информационной войне по многим параметрам, к сожалению. Хотя во время войны Шеварднадзе, как вы сказали, признал, что Абхазии выиграли в информационной войне. Ну вот я хочу еще прийти к тому, как это все начиналось. В этой газете было много материалов, мы получали корреспонденции из Абхазии, нас поддерживали даже финансово, какие-то вот послали по 5 тысяч рублей, по 3 тысячи рублей. Ну, потому что это была действительно наша самодеятельность, мы никаких не получали, никаких финансирований, нужно было печатать все это, выправлять и так далее. То есть какие-то расходы были, небольшие были расходы. Я думаю, что это было заметное явление. Это было первое печатное издание Абхазии, регулярное, да, вот периодически, пределами Абхазии. Кроме того, у меня еще был такой тоже интересный эпизод, могу вспомнить его. Как-то вот у меня на квартире гостил несколько дней Адгур Иналапа, погибший, к сожалению, в войне, сын профессора Иналапа, Мир Константиновна, брат Арды Иналапа. Замечательный, светлый человек, выдающийся ученый, астрофизик. И как-то он сказал мне, знаешь, вот очень много, как раз в 1989 году, знаешь, очень много вообще дезинформации по поводу ситуации в Абхазии. Да. И у меня есть контакт с одним американским журналистом, он хочет сделать интервью по поводу этого. Пойдем со мной. Я говорю, хорошо, конечно, мы пошли с ним. Это было в здании американского посольства в Москве. Я первый раз оказался в такой ситуации. Мне было очень интересно, конечно. И мы с ним шли, и вот даже перед входом нас пытался тут остановить. Какой-то КГБшник, кажется. Но Адгур кого-то сквозь него посмотрел, так вот, кого-то его не существовало, так сквозь него посмотрел так, и пошел дальше. Я за ним пошел. И там была интересная беседа с журналистом. Я не помню его название, имени, не помню название этого агентства или журнала, или газеты. И он спросил, вы знаете, мне сказали, что это из-за того происходит межэтнические столкновения с абхазами, с грузинами, что абхазы хотят выйти для того, чтобы продавать мандарины, не платя налоги Грузии. Ну, конечно, мы рассмеялись и объяснили, что ситуация совсем другая, и исторический контекст,
и так далее. То есть вот тоже было мое одно из первых знакомств такой информационной, 89 год. Вот. И затем уже в июле я был в Абхазии, и война была в воздухе, я чувствовал ее. Вот мы с моим сыном первым, Андреем, мы были, вот он еще маленький был, в Гагре были на пляже, и вот недалеко от нас был санаторий. Там мы жили, там базировались эти гвардейцы грузинские. И там была стрельба, крики, стрельба, и была очень тревожная атмосфера. Одного человека убили там, потом, значит, грека одного убили. Июль 92 года это было. И ситуация была очень напряженная. Я приехал в Сухуми, встречался с Владиславом Григорьевичем, и он мне рассказал о том, что планируется принятие Конституции, временно, Конституции 25 года. Показал мне такой, был очень воодушевленный, но у меня сердце ёкнуло. Я понял, что предстоит серьезная борьба. Вот. И с таким чувством тяжелым я уехал в Голландию, поскольку я там в докторантуре работал, учился в докторантуре, писал диссертацию докторскую. Ну вот о начале войны как вы узнали, где, при каких обстоятельствах? И вот, значит, я когда приехал туда, я первый раз с друзьями, с сокурсниками поехал в первую зарубежную каникулы, да, в Париж поехал. Никогда не был во Франции, я обожаю Париж. Вот, и первый раз для меня это было большим, конечно, событием. Вот. И я ничего не знал. Тогда не было интернета, тогда не было. А война уже началась, я бушевал уже в Абхазии, я вообще ничего не знал. И возвращаясь уже из Парижа, в Люксембурге, в отеле, нам официант подал газету. Я увидел там фотографию Гагры, танки грузинские, война и так далее. Просто я был, конечно, в жутком шоке, это трудно описать словами, что это было. Вот. И, значит, я же с Гагрой, моя семья там. И я, естественно, быстренько приехал в Голландию, связался с Джорджем Хьюитом, он сказал, где-то все меня разыскивали. Вот. И наша диаспора там очень сильная, крепкая диаспора, абхазская диаспора в Голландии, в основном в Роттердаме, в других городах. Тоже мне, потому что я был связью с Абхазией, правда же? И поэтому вот мне сказал Джордж Хьюит, никуда не уезжай, будь на месте, и, в общем-то, надо что-то делать. Вот. И, в общем, мы сразу же организовали демонстрацию в Гаге, получили разрешение у муниципалитета, и по всему городу прошли абхазская диаспора, северокавказская тоже, потому что и адыги поддержали, прошли. И я написал такое вот письмо протеста, да, воззвание. И мы обошли посольство, вот были посольства Великобритании, США, российское зашли, еще какое-то посольство, испанское, кажется. И американцы очень испугались, думали, что это против антиамериканская демонстрация очередная. Но я сказал, это вот по поводу ситуации в Абхазии, в Грузии, все такое. И передал, значит, петицию. Это все, конечно, идет сразу же в МИД, естественно, они обязаны послать в МИД. Вот. С российским представителем тоже такая беседа была. Ну, а после вот этой демонстрации реакция какая-то, вы ее почувствовали, что-то услышали? Нет, просто было, знаете, в газете писали о том, что это была борьба христиан-грузин с мусульманами-абхазами. Вот и все. То есть ничего другого не было. Вот. И поэтому, и, кстати, послом России в Нидерландах тогда был грузин, ставленник Шеварднадзе. И он сам лично очень много дезинформации посылал в прессу голландскую по поводу этой ситуации. Он назвал, когда грузинско-осетинский конфликт, он сказал, что это осетины, это маленький тюркский мусульманский народ. Хотя это ираноязычный христианский народ. То есть все наоборот. И в то время было очень трудно работать, поскольку существовал в Европе культ Шеварднадзе. Он считался вот таким вот демократом, голубем мира и так далее. И поэтому было очень трудно вот эту стену разбить. Как это он мог напасть на страну? Это невозможно, что-то здесь не то. Ну вот, и после этого потом, значит, я узнал, что приехал Гурам Гумба, наш историк. Вот он очень активный в то время был. Приехал он, значит, в Брюссель по этим нашим абхазским делам. Я позвонил ему, узнал телефон, позвонил, он приехал, пригласил его в Голландию, он приехал, мы организовали пресс-конференцию. Большая пресс-конференция для прессы была в штаб-квартире Организации непредставленных народов, вы знаете, ОНН. Да, это уже, наверное, осенью, да, скорее, 92-го? Нет, это было, кажется... Еще август? Знаете, кажется, в конце августа. Кажется, очень быстро все это было. Вот. И, значит, после этого мы поехали, вот наши друзья, абхазцы, наши братья,
Значит, на их машинах поехали мы в Брюссель, там пресс-конференция в здании парламента европейского была. Потом мы поехали в Женеву, общались там с политиками. Потом мы поехали в Страсбург, значит, Совет Европы и Европейский парламент тоже там располагается. Очень многими политиками беседовали. Вот. Ну, Гурам такой подкованный был уже, у него уже тексты были с собой, я внимал всему этого, учился, можно сказать, тоже. Вот. И все недоумевали, как это Шеварднадзе мог пойти на такую войну. Никто не понимал. Все были просто в восторге от него, они считали себя своими друзьями Шеварднадзе, да, и не понимали, ну, это, видимо, что-то такое недоразумение. Ну, вот так вот. То есть было очень сложно работать. Хотя мы раздали материалы все, то, что было у нас, Гурам что привез. А пытались вам мешать, какие-то препятствия чинить? Нет, никто не пытался. Наоборот, как-то... Может быть, грузинская диаспора? Тогда их очень мало было, кстати, за рубежом. Сейчас их очень много. Тогда их было мало в то время, и поэтому там абхазцы доминировали в Швейцарии, значит, в Голландии, Великобритании. Там очень много нашей диаспоры, которые были очень активные. Они очень много сделали. И потом, значит, мне позвонил Владислав Григорьевич Арзин, позвонил, сказал, что Слава, хотим сделать представительную Абхазию в Западной Европе. Ты согласен? Я говорю, конечно, все, что я могу сделать. Вот, назначили меня. Вот. И тогда я уже, хочу сказать тоже слова благодарности Организации неправительственных народов, и лично его генеральному секретарю Майклу фон Валду фон Праву, который сыграл огромную роль в преодолении информационной блокады Абхазии. Они просто все усилия вот этой организации в тот период были направлены на Абхазию, на информационную составляющую. Вот. Но мне устроили, я уже стал проводить пресс-конференции. Вот я хочу показать, здесь у меня как раз вот это Гаагский Куран, тут первая была пресс-конференция моя, хорошо осветили ее. И таких, так сказать, все наши позиции были правильно отражены. И кроме того, они организовали мне, и каждые полгода во время войны, и после этого я обходил все посольства. Зарубежные посольства в Гааге, столица Амстердам, но в основном все находится в Гааге. Вот и Королевский двор, значит, и парламент, и все, и посольство находится в Гааге. Поэтому я обходил все посольства и информировал их о ситуации в Абхазии. Вячеслав Андреевич, а вот на этих пресс-конференциях какие вопросы задавали вам западные журналисты? Чем они интересовались? Там два вопроса были. Кто абхазы по религии? Когда все как-то на этом были сконцентрированы. И даже вот я с одним даже немножко было такое, ну, в общем-то, один очень известный журналист голландский, Роттердамской газеты, он, значит, спросил меня специально, абхазы христиане или мусульмане? Я сказал, что, во-первых, конфликт у нас не религиозный. И потом выходит газета, да, вот публикация, да, пишет абхазы, исламистские абхазы. И второй вопрос, почему, что их волновало, это помощь России. А вот чем вы воюете? А вот кто вам помогает? А Россия помогает? А Россия снабжает вас оружием? И так далее. То есть это все нужно было, конечно, объяснять, что, как и следовало объяснять, что у нас есть и свои источники пополнения вооруженных сил. У нас очень много техники трофейной и так далее. Владислав Григорьевич связывался с вами, да, и говорил о том, чтобы вы стали специальным представителем, да, в Западной Европе. А какие вот задачи, скажем, он ставил перед вами, какие акценты расставлял? Ну, знаете, я скажу, что он регулярно мне звонил, ну, не каждый там какой-то, но вот часто звонил мне, и какие-то поручения были, я сейчас все не вспомню. Заявления наши, да, которые очень важны были. Я тут же переводил в английский язык и передавал их в ОНН. Они послали уже в ООН и по всем посольствам послали. Вот. И, значит, кроме того, сказать о том, что наша диаспора, я, в принципе, из Абхазии и не просил никаких таких, то есть факт нужно было купить, конечно, и компьютер, все такое. Наша диаспора вот, меня снабдила факсом, снабдила, значит, компьютером и даже частично оплачивали телефонные разговоры мои, потому что это была действительно интенсивная работа. Практически офис работал в моей квартире и в Лейдене, потом я переехал в Гаагу тоже. И хочу назвать имена тех, кто очень был активным, просто герои. Это Зики Кабба, это Özkan Tarba, это Mithat Agosba,
Рейхан Азагуа и очень много других людей. Кроме того, у нас была просто поставлена работа, вот, связь с Абхазией, с Гудаутой и с Москвой были просто, вот, как сейчас говорится, онлайн режиме, хотя не было, конечно, онлайн тогда еще. Вот, в Москве работала Лиана Кварчелия, Таня Гулия, просто как часы работали, Игорь Сергегия. Вот. Здесь в Гудауте тоже у меня с нашими журналистами были постоянный контакт. И вот все, буквально все наши заявления парламента Абхазии, заявления президента, ну, главы Абхазии и очень важные другие заявления моментально послались вот в Москву, из Москвы, или прямо ко мне, или через Москву. Я их тут же переводил и послал, значит, в ОНН или Джорджу Хьюиту, или в Казанбе, вот наша абхазская семья в Нью-Йорке была, Казанба, Инал Казанба, его отец Яхи Казанба. Очень много работали над вот тоже преодолением информационной блокады, и тут же все это шло в ООН и во все посольства, и во все правительства мира. Так что работа была поставлена просто как часы работы на самом деле. То есть вот наша позиция, она звучала. В течение войны наверняка было несколько, ну много, да, наверное, пресс-конференций. А как менялось отношение журналистов к вам? Опять же, не было интернета, все это как-то все это вот через какие-то публикации, они читали публикации, потому что книг не было вообще про Абхазию, на английском языке вообще ничего не было, можно сказать. Вот, и поэтому, а грузины тогда уже очень довольно активны были посольства грузинские, да, везде. Вот. И тем не менее, все-таки, вот, скажем, вот, в первые вот разы, когда встречались с дипломатами, скажем, да, послами или секретарями, они сначала говорили, что прошу не рассматривать нашу встречу как формальное признание Абхазии. Вот. Потом перестали так говорить, потому что как бы вот уже такой страх пропал от общения с нами. Вот. Потом часть стран вообще, часть посольств вообще отказываются общаться с нами, германская, французская, а потом наоборот, как его, вот, через какое-то время, наоборот, очень активно стали как его, получать у нас информацию. То есть отношение менялось, в общем-то, ну не сразу, но все-таки вот в течение времени менялось. А другие страны, американцы очень открыты всегда были, Великобритания очень открыты всегда были, вот, Испания и другие страны. Так что вот какое-то тоже было различие в подходах к этим делам. Какие были вот наиболее такие активные центры, скажем так, диаспоры абхазской за рубежом? Это было, центром было, конечно, Нидерланды. Нидерланды, в Роттердаме там большая абхазская диаспора, это турецкие абхазцы. Это и бзыбцы, это и абжуйцы, это и ахчипсы, и садзы. Вторым центром, можно сказать, был Лондон. Лондонские абхазы тоже очень активны были. Очень много демонстраций устроили, просто и около парламента, и в Голландии. Общались с журналистами, с членами парламента. Третье было Швейцария. Там был очень активный у нас Эрдал Хапшух, он абазин по происхождению, очень активно был, очень много помогал сюда, даже он привез сюда, помню, машины, скорой помощи даже переслал сюда в свое время. Потом, конечно, были вот переговоры начались. Да, кстати, вот после нескольких лет мне назначили, дали ранг посла. Вот троим нам дали, значит, Игорю Миратовичу Ахва, нашему замечательному, выдающемуся дипломату, затем Владимиру Джумаловичу Авицба, Царство Небесное, великолепному дипломату, который в Турции долгие годы провел, работая над проблемой Абхазии, помогая Абхазии. И мне. Мы трое первые получили ранг чрезвычайного полномочного посла. Кажется, в 1995 году, если не ошибаюсь. Так что это тоже дало мне какой-то вес, поскольку очень важно представляться, да, вот кто ты, не просто посланник, а имеешь какой-то ранг, это тоже уже, ну, по-другому воспринимается другой стороной. А за время войны вот в Абхазию вам удавалось попасть? Вообще бывали здесь? В Абхазии, значит, я... Ну, в Гудауту скорее, конечно, куда больше. Да, конечно. Вот я вот в июле приехал, значит, в 1993 году, приехал еще до взятия Сухума. До Сухумской операции я был в Абхазии, встречался, естественно, в Гудауте был, ну, дома в Гагре, в Гудауте был. И очень много общался с Владиславом Григорьевичем, и со всеми своими друзьями, и с коллегами. Вот. И я, кстати, сделал очень много фотографий тогда, которые просто никогда не были опубликованы. Цветные фотографии хорошего качества. Я сейчас собираюсь вот в июле сделать выставку этих фотографий в выставочном зале под названием «Июль 1993 года. 2 месяца до победы».
Вот, и там просто действительно некоторые уникальные фотографии, которые вообще никогда не публиковались. Я их сам недавно как-то вот отсканировал и поразился, насколько это интересно. Это была Гагра и Гудаута. Вот. В Гагре я снимал, кстати, вот в Кабарце очень много было там раненых, да, наших инвалидов. Я там бывал. И, конечно, в Гудауте, естественно, в Гудауте. Да. А уже на следующий год я приехал, уже Абхазия была полностью свободна, кроме небольшого участка. Вот. И уже, конечно, это был другой этап наступил. Скажите вот о научных конференциях, в которых вы принимали участие за время войны. Приезжали из Абхазии, Станислав Засимович в Лондоне, по-моему. Да, была прекрасная конференция, очень важная, я считаю, организованная Джорджем Хьюитом и Доналдом Рейфилдом. Джордж Хьюита вы знаете прекрасно, профессор, знаменитый кавказовед. Дональд Рейфилд также знаменитый кавказовед и литературовед. Он автор книги о Сталине, о Берии, он автор лучшей биографии Чехова, знает прекрасно русский язык, прекрасно по-грузински говорит прекрасно, на многих языках знает. И вообще наш друг, можно сказать. Вот. Он, кстати, сразу после войны у него была очень большая публикация о ситуации в Абхазии. Он сказал, мой друг Владислав Ардзинба, очень тепло про Абхазию. Буквально, можно сказать, первый месяц войны в Абхазии. И они организовали прекрасную в Лондонском университете конференцию, где была делегация из Абхазии, Станислав Лакоба там были, Лиана Кварчелия, другие наши представители были, грузинские там представители были, вот, и северокавказские и так далее. И огромный интерес был. Политики, дипломаты, журналисты там присутствовали. Я думаю, это тоже эпохальное событие, можно сказать, было. Вот. Ну и кроме того, переговоры начались в 1993 году, еще до окончания войны, естественно, да. Ко мне обратился Владислав Григорьевич о том, чтобы я был членом делегации абхазской уже как бы. И со мной связался Эдуард Брунер, который был представителем ООН по Абхазии. Вот. И планировали в ноябре, кажется, сделать первый раунд переговоров в Женеве. Но вдруг мне звонит Брунер, говорит, вы знаете, говорит, по моим данным, абхазцы скоро будут на границе Ингура. И засмеялся довольно-таки довольно. Поэтому это означает, что будет другой формат переговоров и другая повестка дня будет переговоров. Вот. Поэтому я уехал в Париж, встретиться, и так и не доехал, поскольку уже нужно было все менять. И потом, уже когда переговоры начались, уже в другом формате, другой повесткой, там главой делегации был Сократ Джинджолия, делегацию спецпосланник президента, генпрокурор Абхазии Анна Джергения, Станислав Лакоба, и я был. 4 человека было сначала, потом уже другой состав был. И, конечно, очень интересно было наблюдать все это во время пресс-конференции. Потом приезжал Владислав Георгиевич, приехал в 1994 году. Вот мы здесь видимся в Женеве. Вот фотография, 1994 год, в общем-то. И так что было очень интересное время, конечно, и время, которое очень много определило то, что произошло уже после этих событий. Я дневник вел со школьных лет и практически до какого-то времени недавнего завершил. То есть у меня много записей есть. Вот. И кроме того, я пишу, не очень активно пишу книгу о мемуарах о своем дипломатическом опыте. Записки абхазского дипломата, такое рабочее название. И я какие-то вещи уже написал и описал их. Кроме того, я написал книгу о войне, грузино-абхазской войне, историческую книгу. Вот она готова, в общем-то, планирую на английском языке. Потому что я продолжаю выступать как работник идеологического фронта. На английском языке очень мало информации по Абхазии. Сейчас больше, конечно, чем уже интернет и все такое. Тем не раньше очень мало было. И вот одна из моих книг посвящена этому. Я подробно объясняю, доходчиво для западного читателя, что такое Абхазия и почему она должна быть независимой. Вот это второе издание уже на русском языке. Недавно уже издано. Да. Вот. Но адресатов в основном, конечно, иностранцы, потому что их надо убеждать в том, что мы самодостаточны. Кроме того, конечно, можно сказать, общее такое наблюдение или замечание о том, что, конечно, мы сильно отстали в информационной работе, очень сильно отстали. Даже, можно сказать, проигрываем информационную войну, поскольку очень мало нас присутствует в мировом пространстве. В основном это все на русском языке, который в мире не читается. Лучший сайт об Абхазии создан
замечательным человеком, которым вы делали, кстати, репортаж, скорее всего, Метин Кадзоко, вот, Метин Сонмес, который сделал прекрасный сайт Abkhaz World, уже давно существует Абхазский мир. Великолепный профессиональный сайт об Абхазии на английском языке, к которому обращаются буквально политики, дипломаты, журналисты, очень многие люди. Вот. Но это было сделано одним человеком на свои собственные средства. И когда вот я в МИДе работал, я его и наградил медалью МИДа, и мы помогали немножко финансово. Вот. Но тем не менее, сейчас не знаю, как сейчас происходит, но в принципе показывает о том, как один человек может сделать много, имея мотивацию. А вся наша государство, вообще-то, ну, я думаю, что мы как-то проигрываем. Ну, как вы думаете, в чем причина все-таки? Если за войну удалось выиграть, причем да, информационную как войну, часы. а сейчас что? Прекрасно. Почему? В чем ну причина? вот я как-то организовал, еще когда был советником по внешней политике Сергея Багапша, я организовал, значит, круглый стол по информационной политике. И там президент был, и посол России был. Кстати, посол России сказал, Семен Вячеславович сказал, что, вы знаете, Вячеслав Андреевич, говорит, вокруг вас бушуют информационные войны, а вы даже их не замечаете. То, что вы реагируете, даже не замечаете их. Ну вот, и, много бы говорилось, но я не думаю, что что-то позитивно изменилось с того времени, к сожалению. Наши люди не понимают после войны. Во время они прекрасно понимали силу слова, силу информации. Сейчас как-то ушло это на задний план, другие заботы, но это очень вредит Абхазии, ее имиджу. О нас никто не говорит. Если посмотреть на Википедия – это первый источник, который обращается любой человек. И все, что не на русском языке более-менее ничего. Все с грузинских позиций, на всех языках, буквально без исключения. Вот. А наших информации там почти нету. Никто не работает. Это государственная задача. И кроме того, вот, есть даже абхазская Википедия на абхазском языке, к которой Абхазия не имеет никакого отношения. Один грузин ее пишет на абхазском языке и один чех. А мы даже не знаем, что она существует, во-первых. А там вот тысячи статей. И мы даже не собираемся сделать что-либо вот свое. Потому что это очень важный ресурс информационный и пропагандистский, как сказать. Вот. Но нет понимания. Просто в Абхазии нет понимания важности информационного сопровождения деятельности государства. Как можно менять проецирование имиджа Абхазии позитивного во внешний мир. Если мы хотим быть признанными, нас должны узнать. Если мы должны узнать, мы должны говорить на их языке, чтобы они поняли. На английском, французском, испанском, итальянском, арабском, китайском. Ничего этого нету, к сожалению. Ну, есть, конечно, вот сайт МИДа есть, естественно, но там уже официоз в основном, правда же? Я тоже в МИДе работал, там официальные данные. А вот показать Абхазию как государство, как народ, как культуру, кроме этого Abkhaz World, ничего нету практически. И, к сожалению, вот наша вся эта информационная деятельность сводится к Фейсбуку. Такой все абхазской брехаловки, можно сказать, да? Но ничего государственной работы не видно в плане вот, продвижения имиджа Абхазии, позитивного имиджа Абхазии на разных языках мира. Это большое упущение, его легко восполнить, но просто надо заняться этим. HKTube, надо, чтобы это люди занимались, чтобы это финансировалось, но вот пока этого нет. К сожалению. Возвращаясь к работе за время войны, да, может быть, персоны или какие-то истории, которые вам больше всего запомнились? Сколько было встреч, сколько было замечательных людей. Вот я, кстати, вот помню, вот здесь даже у меня фотография есть, была встреча с Далай-ламой, главой буддистов мира, в штаб-квартире вот ОНН было. И каждый из тех присутствующих, все были присутствующие, представляющие какие-то регионы страны, ну, страны или регионы. Я был от Абхазии, и я рассказал Далай-ламе о ситуации в Абхазии. Он, конечно, знал, естественно. Он очень грамотный человек. Вот это была запоминающая встреча. И с многими политиками, многими дипломатами. Кстати, отличный контакт был тогда с Великобританией, вот лорд Эннелс, когда, вот, вы знаете, лорд Эннелс приезжал в Абхазию, ставя миссии ОНН по расследованию причин войны и ее последствий. Сделали прекрасный доклад на английском языке, естественно, который во всем мире считается и и цитируется. Затем был лорд Эйвибери, который тоже друг Абхазии, который в Абхазии приезжал, постоянно выступал с проабхазских позиций, защищал позиции Абхазии вот, в палате лордов и так далее. Я помню один раз даже вот
была конференция, вот он организовал встречу, ну, мою встречу как представитель Абхазии в парламенте, но МИД, вернее, посольство не дали мне визу. Тогда были отношения ухудшились между Россией и Великобританией, у меня российский паспорт, не дали визу, все. Я позвонил ему, сказал, что да, такая ситуация вот не получается. И вдруг мне звонят из посольства Великобритании, звонят домой, и извиняющим голосом говорят, вы можете приехать в посольство, мы собираемся вам дать визу. Оказывается, министр иностранных дел Великобритании позвонил по жалобе лорда Эвебери, позвонил в посольство и попросил выдать мне визу. Ну вот тоже вот такие интересные, так сказать, случаи. Много, очень много было. Сейчас все не вспомнишь. Может, действительно, когда я сяду писать, да, вот такие свои мемуары, они очень интересные, конечно, потому что это люди, это живые люди. Это все делается через живой контакт. Все делается через личный контакт. Причем, значит, надо знать психологию, очень важно. Скажем, европейцы, у них своя психология. Там нужно аргументированно выставить, вот аргументированно цепочку таких аргументов, да, событий, чтобы это все было структурно, так все понятно, да, тогда тебя примут. А американцы другие, у них другая психология, например, у них очень поддаются на какие-то эмоциональные вещи, много на русских похоже, да, такое вот нужно их эмоционально задеть. Это мне просто говорили специалисты, да, вот, которые занимаются, дипломаты, что тоже надо знать, с кем ты общаешься, чтобы попасть в точку, правда же? Ну да, важно ведь, что говоришь, как говоришь, для кого говоришь. Для кого? Да. Это очень важно. Нельзя говорить одно и то же всем, потому что это вот не будет восприниматься. А я общался с представителями и Турции, и европейских стран, и США, и Канады, и так далее. Поэтому здесь нужно было просто по ситуации ориентироваться. И я думаю, что за эти все годы, что я там пробыл, ну вот только в Антарктиде я не выступал по поводу Абхазии, вот, включая Австралию тоже. Австралию. Но не был в Южной Америке, не был, да, на самом деле, но там как раз много друзей у нас. А вот там, где бастион антиабхазский, да, но не потому, что он антиабхазский, а потому что он прогрузинский. И, соответственно, как его, и тем не менее, всегда идут навстречу, идут на контакт, всегда выслушивают. И все то, что говоришь, записывается, ну, от руки записывается, потом делается отчет и посылается в МИДы. То есть это ничего не пропадает. Все это остается в качестве вот материала, который затем уже подшивается в папке, уже люди, уже дипломаты, там, которые формируют политику, они уже читают все эти материалы, необходимые. Поэтому я думаю, что это очень важная часть работы государства вовне, информационной работы. Не только работа МИДа, но и также вот наших представителей, посольств, которые там есть. Это очень важная вещь. Как вы думаете, каковы составляющие вот этой победы в информационной войне Абхазии? Во время войны это очень четкая, очень слаженная, я бы сказал, очень высокопрофессиональная работа. Причем даже те, кто не были к этому готовы. Вот как-то война всех как-то настолько настроила на максимальную эффективность, что все работали просто как часы. Вот я помню, что вот мы буквально в режиме реального времени, повторяю, все, что выходило сейчас в Гудауте, моментально послалось к нам, в Москву, ко мне, к Хьюиту, в Нью-Йорк, и тут же переводилось, и тут же посылалось посольство, правительство, журналистам и в ООН. Это было удивительное время, когда Абхазия действовала великолепно и на поле боя, и также не менее эффективно и в информационной борьбе. Вот. И не зря Шеварднадзе сказал, что Абхазия выиграла в информационной борьбе. Это было не просто само по себе получилось, это результат слаженной работы целого ряда преданных этому делу людей, которых я тоже назвал, это прекрасные специалисты своего дела. Спасибо.